Попытка госпереворота, масштабные протесты. Зеленский передает сообщение Путину и звонит Трампу, а поляки готовы минировать границу с Беларусью. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Прекращение огня. Спецпосланник Трампа, который провел на встрече с Путиным больше 8 часов, заявил, когда на фронте настанет тишина. Трамп отчитался, Зеленский выслушал итоги телефонного треугольника. Что известно о плане Путина? Миллионы в пробирке, новый прибыльный бизнес. Как предприниматели доят скорпионов ради яда, который дороже золота. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Зеленский передал сообщение Путину: если тот прекратит удары по энергообъектам Украины, то Киев будет действовать зеркально, и со стороны Украины в Россию не полетит ни одного дрона. В Украине озвучили план. Там хотят создать список объектов, которые нельзя атаковать, а уже США должны контролировать частичный режим прекращения огня. Тем временем в Берлине заявили, что обещание Путина не бить по энергоинфраструктуре – это ничто. Фактически это ничего не значит, потому что речь идет об уменьшении атак именно на ту инфраструктуру Украины, которая и так лучше всего защищена. Так что это, если хотите, ноль. Мы видели, что атаки на гражданскую инфраструктуру не прекратились в первую же ночь после этого якобы прорывного великого телефонного разговора. Путин играет в свою игру, и я уверен, что американский президент не сможет долго стоять в стороне и просто наблюдать. Траекторию полета дрона или ракеты вычислить в нынешних условиях очень просто, говорят аналитики. Поэтому любое нарушение может быть быстро зафиксировано. Однако могут быть ситуации, когда для контроля режима тишины необходима наземная мониторинговая миссия. В этом уверен полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Он помнит, как за последние 11 лет этой войны РФ неоднократно нарушала прежние режимы прекращения огня. Безусловно, немалая часть информации о действиях российских оккупантов в части пуска ракет, дронов, она фиксируется не только разведывательными системами наших заокеанских партнеров. Европейские страны также имеют возможность эту информацию мониторить. Активная работа самолетов радиотехнической разведки над акваторией Черного моря, собственно говоря, также дает верифицированную и оперативную информацию в части и касательно действий российских оккупантов. Но мы должны понимать, что иногда нарушение соглашения о перемирии может происходить на тактическом уровне. Использование артиллерийских систем, ведение минометного огня, использование стрелкового оружия, это же также будет попадает под нарушение. Каким образом мониторить эти процессы? Нужна наземная миссия по типу той самой ОБСЕшной миссии, действия которой происходили на территории нашей страны в период с 14 по 22 год. Поэтому рассчитывать на гражданскую мониторинговую миссию я не рискну. Вооруженная миссия – это прекрасная история. Но у меня возникает вопрос, под каким флагом? Россия, Украина и США на финишной прямой, и уже в ближайшее время может быть достигнуто соглашение о полном прекращении огня. Об этом заявил спецпосланник Трампа Уитков. Он, в частности, уверяет, что провел в России за последний месяц достаточно времени, чтобы сделать вывод о настоящих намерениях Путина. Говорил с ним в общей сложности больше 8 часов. И теперь уверяет, что верит Путину и его обещаниям действовать добросовестно в вопросе завершения войны в Украине. Даже поверил в то, что Россия сбила те дроны, которые были уже в небе и летели для атаки по энергообъектам Украины. Но Путин договорил по телефону с Трампом и приказал сбить эти дроны. Не исключил Уитков и встречи американского президента с Путиным на Ближнем Востоке. Они договорились о пути к условиям перемирия, а полное прекращение огня будет обсуждаться в ближайшие дни. Я действительно думаю, что в течение пары недель мы к этому придем. Так что много позитивных моментов. Теперь дело за техническими командами, которые должны довести детали до конца, и все готовы к этому процессу. Трамп отчитался, Зеленский выслушал. Президент США заявляет о хорошем разговоре с украинским коллегой. Беседа прошла через сутки после разговора с Путиным и была менее длительной.
Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать позиции России и Украины по их требованиям и потребностям. Мы движемся в правильном направлении. И я поручил госсекретарю Марку Рубио и советнику по национальной безопасности Майклу Уолтсу предоставить точное описание обсужденных вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время. Зеленский раскрыл больше деталей. С Трампом говорили о ситуации в Курской области. Кроме того, Киев подтвердил готовность прекратить любые удары по энергообъектам России. А еще Зеленский готов к остановке огня на линии фронта. Президент Трамп поделился подробностями разговора с Путиным и ключевыми вопросами, которые они обсудили. Одним из первых шагов к полному завершению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Наши команды обсудили этот шаг в Джиде. Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта. И Украина также приняла это предложение. Друзья, а что вы думаете? О чем говорят? Что в непубличной части этих трехсторонних переговоров? Поделитесь своим взглядом в комментариях под этим видео. Россия планирует атаковать позиции ВСУ на 3 точках линии фронта. Армия может пойти в атаку на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях. Этого продвижения хочет Путин, в этом уверен Зеленский. В Киеве заявляют, что попытка наступления произойдет в ближайшие месяцы с целью давления на Украину. Сейчас армия Путина использует малые тактические группы и ДРГ на юге Украины в поисках слабых мест в обороне ВСУ. Но подготовки к полномасштабному наступлению пока нет. Об этом в эксклюзивном интервью «Нехта» также рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, человек, который ежедневно отслеживает ситуацию на линии боестолкновения. Он говорит, что на Харьковском направлении россияне пытаются расширить плацдарм у населенного пункта Двуречное, но пока обходится без явного накопления сил. Выстрел! А вот на Сумском и даже Черниговском направлениях угроза существует из-за того количества российских военных, которые находятся сейчас в Курской области. Ну, очевидно, что 60-тысячная группировка российских и северокорейских войск, которые в настоящее время находятся на территории Курской области, вполне вероятно, может в перспективе действовать на территории Сумской и Черниговской областей. Ведь очевидно, что такое количество сил и средств для удержания именно в рамках оборонительных действий на территории Курской области нет в том необходимости. А вот для создания буферной зоны, на которой настаивает Владимир Путин, буферная зона не только на территории Сумской области Украины, но также на территории Черниговской, соответственно, Харьковской области. И вполне вероятно, что эти силы и средства будут использованы. Но использованы лишь только тогда, когда российские войска смогут вытеснить полностью с территории Курской области ту группировку украинских сил обороны, которая в настоящее время продолжает удерживать часть территории Курской области. Будет ли это легкая прогулка для россиян? Ответ очевиден – нет. Польша усилит свой восточный щит, границу с Белоруссией и Россией противопехотными минами. На это намекнул замминистра обороны страны Павел Бейда. Говорит, что Польша выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает использование подобного рода мин, в том числе из-за напряженной ситуации на границе с РФ и РБ. Размещение этих мин станет одним из элементов укрепленной зоны. Ситуация на границе есть bardzo... Ситуация на границе очень серьезная. Конечно, я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе, потому что Польша также граничит с Калининградом. Это российский регион. Это будет один из элементов восточного щита. Это очень серьезная и реальная угроза. И я хочу вам сказать, что у нас есть опасения, граничащие с уверенностью, что, к сожалению, Беларусь полностью зависит от России. И то, что Путин скажет Лукашенко, Лукашенко просто выполнит. Кроме того, обратите внимание, с какого направления также была атакована Украина. Со стороны Беларуси. Турцию продолжает трясти. Причиной политического землетрясения стало задержание главного оппонента Эрдогана, человека, который особо популярен среди народа, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В стране вспыхнули протесты, а турецкая лира в среду достигла нового исторического минимума – 42 за доллар. Также резко упали облигации и акции. Главная оппозиционная партия назвала события в стране попыткой государственного переворота против следующего президента. Дело не в том, что диплом Экрема Имамоглу был аннулирован, а в том, что фактически вся Конституция была приостановлена. Никто больше не имеет никаких гарантий. У нас есть диплом, есть документы на собственность, есть банковский счет. Теперь ничто из этого больше не имеет значения. Сегодня это прямой государственный переворот. Я говорил об этом и на некоторых телеканалах. В
прошлом перевороты проводились классическим способом, затем через меморандумы. Были и постмодернистские перевороты. Теперь этот человек совершает превентивный переворот, направленный в будущее. Они устраивают переворот против президента будущего, чтобы народ не мог сам решать, кто будет у власти. Турецкая пресса пишет, что задержанного Имамоглу, который опережает Эрдогана в некоторых опросах общественного мнения, обвиняют в руководстве преступной организации, взяточничестве и фальсификации тендеров. Подозреваемыми стали также около 100 человек, включая журналистов и бизнесменов. Эрдоган, напомню, правит Турцией более 20 лет. Копят яд, чтобы стать миллионерами. В Нигерии предприниматели делают ставку на яд скорпионов, которые активно собирают, чтобы озолотиться. В Лагосе на ферме несколько мужчин доят скорпионов и готовят добытую жидкость к продаже на мировом рынке. И эта жидкость – самая дорогая жидкость в мире. Яд скорпионов не только опасность, но и ценный ресурс для фармацевтики, биотехнологий и косметики. Владелец фермы уверен, рынок яда приносит миллионы, и он готов конкурировать с мировыми производителями. Работники фермы вручную и дважды в месяц собирают яд из смертоносных видов скорпионов. После этого членистоногих кормят и готовят к следующему доению. 1 галлон — это примерно 3,5 литра, стоит около 10 миллионов долларов США. Это говорит о том, насколько прибыльным является рынок яда скорпионов. Однако получить даже 2 миллилитра — это вызов. Ведь знаете, чтобы добыть хоть что-то стоящее для продажи, приходится доить тысячи скорпионов. А как вам такой бизнес? Хотели бы быть владельцем фермы скорпионов или же работником? Напишите в комментариях, как относитесь к такому виду заработка. Роботов-гуманоидов стали подселять в дома норвежцев. Цель – эксперимент и обучение машин. Компания-разработчик собирается совершить технореволюцию, а их произведение науки должно научиться взять на себя домашние хлопоты человека. Робот уже умеет пылесосить, и это лишь одна из функций, которую он сможет выполнять в дальнейшем. Робот Нео может стать новым членом семьи. Пока что его обучают, за ним наблюдают люди, управляют им и даже говорят за него. Но это только начало. В будущем гуманоид станет полностью автономным и сможет самостоятельно выполнять повседневные домашние задачи. Производство ведется в Норвегии, а компания развивается с рекордной скоростью, становясь серьезным конкурентом даже для проектов Илона Маска. Пока мы сидим и разговариваем, и вы участвуете в беседе с Нео, Нео знает многое о том, например, чья сейчас очередь говорить, со мной или с кем-то еще. Это происходит потому, что мы сохраняем все данные, полученные в результате этих взаимодействий. И то же самое происходит, когда, например, Нео разгружает посудомоечную машину или складывает одежду. Чем больше данных мы получим, тем лучше он будет справляться с этими задачами. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.